Согласитесь, мы живем в непростое время, когда многие прежние довоенные представления о жизни стремительно меняются. Когда каждый проходит проверку, простите, на вшивость. Когда каждый делает выбор. Когда многим трудно понять, что такое сегодня хорошо и что такое плохо. Танец маленького кадета из Нижнекамска под песню Майкла Джексона на выпускном кадетского корпуса наделал много шума в интернете. У кого-то мальчик в кадетской форме, идеально исполняющий знаменитую лунную походку Майкла Джексона, вызвал умиление. Другие посчитали неуместным и непатриотичным танец под американскую музыку в кадетской форме. И это еще цветочки. В дискуссии приняла участие не кто-нибудь, а сама великая и прекрасная Маргарита Симонян, главный редактор телеканала Russia Today, главный редактор Международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Спутник». В программе ЧТД она задала очень острый вопрос. Вот послушайте. Вопрос я вам хочу задать. На этой неделе зацепило меня видео, как маленький кадет в форме в Нижнекамске танцует очень талантливо, очень пластично под песню Майкла Джексона. Посмотрите. И вот такой вопрос. Мне просто всегда интересно держать руку на пульсе аудитории своей. Вы же на моем пульсе ее держите, я на вашем. Мне интересно, что вы об этом думаете. Вот как вам кажется? Это круто, клево, и так и надо. Мы забираем у них ту часть их культуры, которая нам подходит, ее ассимилируем. Или же это все совершенно несвоевременно, не круто, не клево, и не нужно нам, чтобы наши маленькие кадеты танцевали под Майкла Джексона, а нужно нам, чтобы они танцевали «Калинку-малинку», например. Я свое мнение не буду высказывать намеренно. Я вам скажу в следующей программе, если вы не возражаете. Я просто хочу вас попросить, на самом деле, давайте поговорим. Напишите в комментах, что вы об этом думаете. Мне очень интересно ваше мнение. Выскажу свое личное мнение. Меня эти кадры, когда я их смотрел первый раз, ничуть не шокировали. Если бы это был взрослый воин, принявший присягу, наверное, было бы неправильно. А так, маленький смешной мальчишка прекрасно танцует, считая это приемлемо. Конечно, под этот танец лучше подходит костюм Бэтмена, но здесь мы ступаем на скользкую дорогу вкусовщины. Главное даже не в этом. Уважаемая Маргарита Симоновна, я надеюсь, мы с вами не будем уподобляться нашим злейшим партнерам и заниматься культурой отмены. Коллективный Запад сегодня вычеркивает Пушкина и Чайковского. Наш балет отменяет все русское. И что мы в ответ вычеркнем Моцарта, Гёте и заодно Битлз и Майкла Джексона? И будем слушать только нашу «Калинку-малинку»? Не думаю, что это нас сделает более счастливыми, образованными, успешными. Любая изоляция вредна. И главное, великую русскую культуру, ставшую уже давно неотъемлемой частью мировой культуры, на мой взгляд, просто нельзя отменить. Это удел убогих и обреченных. Будем выше этих неумных людей.